Несколько минут назад в медиацентре Сахамедиа стартовал уникальный экспериментальный хакатон «Медиатон Мус-Медиа». 14 команд, в которых состоят различные представители средств массовой информации, будут писать материалы на тему столетия образования Республики Саха-Якутия. Также возможен формат видеорепортажа или фото, где как минимум должно быть 12 фотографий. Лучшие команды получат призы в субботу на завершение молодежного фестиваля «Мусустар». Мне очень отрадно, что наше министерство участвует в 5 направлениях. Да, это как робототехника, это киберспорт, это программирование отдельно, это креатон, это где анимационные студии нашей корпорации развития занимается. И вот журналистика и блогинг. Какую цель мы ставим именно по этому направлению, по журналистике и блогингу? Дело в том, что мы убиваем двух зайцев. Дело в том, что блогеры, которых уже у нас где-то около 20 заявок от знаменитых блогеров, их задача освещать само мероприятие. То есть они будут посещать 10 площадок, делать публикации, и, конечно, по количеству публикаций, по качеству их, там, по репостам, лайкам будут подведены итоги, там классные призы. То есть мы, с одной стороны, подсветим мероприятие, ну и, скажем так, выявим сообщество блогеров, которое у нас активно в Якутии развивается. А направление журналистики, это вот впервые такой формат, он проводит в виде, мы его назвали медиатон, но это хакатон, в который заявились молодые команды от 14 до 23 лет, это и есть и студенты, и молодые журналисты наших различных изданий. То есть они в сжатые сроки, как вот сказали правильно, обычная журналистская тема, что надо сдавать газету срочно, делают видеоматериал, делают текстовый материал и фоторепортаж, посвященный столетию республики, который мы будем праздновать в следующем году. Лучшие работы будут опубликованы у нас на ЕСИ, на наших региональных изданиях. Ну и первое место команды мы отправим на стажировку на федеральные СМИ. Плюс сегодня будет еще по итогам семинар от федеральных журналистов. И в принципе, в целом, мне кажется, направление в части поднятия престижа профессии журналистики, обучения, скажем так, поддержки молодых журналистов и талантов, мне кажется, это очень полезное мероприятие будет. Мне написал мой друг, он такой, мне весь вчерашний день звонил, где-то я под вечер ему ответил, он такой сказал, пошли участвовать там. Я раньше снимал социальные ролики и был как видеограф. Я вообще занимаюсь программированием и тому подобным, я в IT, короче. Вот в хакатонах там участвую и такой резко сюда попал. Данный фестиваль, он является необычным. Во-первых, это одно из самых крупнейших масштабных мероприятий у нас не только в республике, но и на Дальнем Востоке. И мы подумали, что это будет весьма интересно, если мы попробуем свои силы в данном мероприятии. Даже журналист, имеющий опыт там, лет в 30-20, он может действовать по шаблону, по одному и тому же сценарию. А вот люди более молодые, они могут резко прийти и раскрыть тему совсем с другой стороны. Опыта, скажем, не так уж и много, разве что вот такие крупные статьи и фоторепортажи, и видеорепортажи мы ранее не вели. Мы ранее занимались только осведомлением различных мероприятий, вели там видео, съемку и далее монтаж уже. Так что опыта не так уж и много. Я представляю команду 3 СМИ. Туда входит Ульяна Евсеева-Хлопкова, управление медиаполитикой СУФУ имени Максима Кировича Мосова, и Ксения Габышева, служба информации News.kt.ru. Я, в свою очередь, являюсь заместителем главного редактора газеты «Якутск вечерний». Что вас подвигло прийти на данное мероприятие и почему вы здесь и как оцениваете вообще? Размять мозги после пандемии, во-первых. Во-вторых, посмотреть на молодых, дерзких, которые придут после нас. Честно говоря, в последнее время уровень подготовки молодых специалистов именно по журналистике на самом деле хромает, судя по практикантам, которые приходят в нашу редакцию. Надеюсь, что я ошибаюсь, и сейчас на этом конкурсе мы увидим действительно уровень реальной нашей молодежи. Что не использовать новые форматы, которые мы не понимаем? Возможно, но просто, по моему мнению, журналист должен быть универсален во всем. Он должен уметь и ТикТок записать, и лонгрид тоже хороший написать там на 2-3 полосы стандартные. То есть нельзя замыкаться в одном жанре, в одной ипостаси. Поэтому вот мы сейчас тоже проверим свои силы в разных жанрах. Отлично, спасибо большое, удачи вам. Спасибо.